В целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности жизни и здоровья граждан Управдор Республики временно запретил движение на автодорогах Намского и Кабяйского районов из-за ухудшения погодных условий. Движение любого вида автотранспорта ограничено на автодороге Кабяй по участку Кабяй, Хатын-Юрях, Кальвица, Сангар и на участке автодороги Сангар, Сите, Батамай, Булус. В Якутске жильцам аварийного дома сбрасывают снег прямо на головы. Во время выходных работники управляющей компании «Прометей Плюс» стали скидывать снег с крыши рядом стоящего многоквартирного здания и заваливать входную дверь семьи Федяевых, что даже выйти у них не было возможности. В ситуации разбиралась Светлана Амусова. Вот, слышали, что происходит? Скидывают снег с дома напротив. Вот, я выйти не могу. Видите? Вот. Меня засыпали, нас засыпали. Мы выйти из дома не можем. Завалило так, что изнутри невозможно протолкнуть дверь. Семья Федяевых оказалась взаперти в собственном доме. Только после возмущений и многократных звонков в управляющую компанию им освободили дверь от сугробов. Откопали дверь. Работник, что скидывал, откопал дверь. Сделал нам типа ступеньки, чтобы мы могли выйти. Такая ситуация происходит уже не первый год. На протяжении 14 лет каждую весну с соседнего пятиэтажного здания сбрасывают снег прямо на ветхий дом и тропинку. Весь снег, который скидывают с многоквартирного дома, падает перед входной дверью семьи Федяевых. Буквально вчера днем на козырек упала глыба льда и сломала шифер. Если бы в это время кто-нибудь выходил из дома, то все могло бы обернуться несчастным случаем. Даже никто не смотрит, видите? Ну, получается, мы слышим, что опять начали скидывать снег. До этого мы кричали этим работникам, чтобы хотя бы смотрели, куда скидывают. Здесь живет женщина с ребенком, у нее ребенок инвалид. Они пробегают, машина там стоит. И прямо на голову. Более того, по периметру дома нет никаких оградительных и предупреждающих лент, что очень опасно для жизни. Поэтому во время сброса они стараются быстрее пробежать или вовсе не выходят из дома. Можно же в другое место, сбоку туда или туда скидывать. Там места много, грубо сказать. Но постоянно большая часть сюда идет. И вот видите, постоянно это весной, когда тает, все туда идет. У нас тут уже провалилась где вот собака. Там уже мы доску посилили, даже и они провалились. По словам Марии, за все эти годы сброшенный снег убирали лишь один раз. Жильцы каждый год пытаются добиться вывоза, но безрезультатно. В управляющую компанию звонили. Получается, наш дом Юнион, этот Прометей. И туда звонили, и даже в округ звонили. Решим проблему. А бесполезно. В свою очередь, управляющая компания «Прометей Плюс» не хочет комментировать данную ситуацию и отказывается давать интервью. По телефонному звонку они заверили, что до 10 марта обязательно все уберут и вывезут. Но выполнят ли они свои обязательства или снова оставят семью утопать в сугробах, пока неизвестно. Светлана Амосова, Григорий Хлопков, Якутск. Около 5000 жителей арктических районов республики охватили бригады мобильных докторов в феврале этого года. Пилотный проект арктической модели медицины подвели первые итоги работы. 6 мультидисциплинарных медицинских бригад посетили 31 населенный пункт 4 арктических районов – Абыйского, Нижнеколымского, Среднеколымского и Устьянского. Логистический центр Республиканского центра мобильных бригад начал разработку следующих маршрутов для выезда в Верхоянский, Жиганский, Момский, Алайховский и Эвенобытантайский районы в марте месяце. Всего до конца апреля мобильные доктора должны охватить специализированной медицинской помощью население всех 13 арктических улусов республики. В селе Южное Ньюэ Ленского района открылась новая врачебная амбулатория, построена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения республики. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. Строительство новой врачебной амбулатории жители поселения ждали давно. Прежнее здание больницы уже много лет находилось в аварийном состоянии. Осуществлять врачебную деятельность в полном объеме было в нем невозможно. Но теперь с появлением новой амбулатории у жителей 3 сел Туркта, Ньюэ и Натура появится возможность получать медицинскую помощь в современных условиях. Такой крупный объект, ну скажем, да, на территории Ленского района, наверное, у нас за последние годы вот это будет первая ласточка. Хочу, чтобы, наверное, вот этот объект был не последний в этом году, что мы открываем в рамках вообще вот этой реализации программы. Ну и жителям Ньюйского наследия желаю, ну, в первую очередь, конечно же, поменьше обращаться в врачебную амбулаторию,
Ну, во-вторых, чтобы действительно этот объект приносил пользу всем жителям Москвы. Площадь здания 200 квадратных метров. В помещении имеются кабинеты терапевта, стоматолога, процедурная комната, лаборатория и одна двухместная палата. Чистенько, аккуратненько все есть, все благоустроено. И врачам хорошо, что у нас и руки помыть можно, и как сказать, то и в старом здании ничего и не было, это на приеме. Медицинский персонал для новой амбулатории уже набран. Здесь будут трудиться 2 фельдшера, 4 медсестры, санитарка и технический персонал. Амбулатория укомплектована и всем необходимым медицинским оборудованием. Также получили новый глюкометр, новые аппараты КГ мы получили. Ну, еще какие-то моменты идут пока в пути, но как бы у нас планируется оснащение новым оборудованием 100%. Сельчане, конечно, довольны появлением новой амбулатории, но пожелания у них все же остаются. Люди-то мечтали и думали, что такое же, как старое у нас здание старое, допустим, было 300 квадратных метров, и там был ночной стационар, имеется в виду круглосуточного пребывания, а сейчас у нас только дневного пребывания. Ну, надеюсь, что скорая помощь будет работать, и, допустим, таких больных будут увозить в город. Сразу сказали, что и вторую скорую помощь нам дадут. Надеемся, что это будет качественная помощь населению. Теперь жители 3 поселений смогут получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях. А с появлением 2-го автомобиля скорой помощи у медиков появится возможность выезжать на дом. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск. Якутский ученый Василий Тагров создал сверхпрочный материал из местной глины. Помимо прочности, ученый уверен, изделия из этого материала положительно влияют на физиологию воды. На сегодняшний день в России подобный материал нигде не изготавливают. Похожее сырье закупают в зарубежных странах. Поэтому интерес к якутской глине среди экспертов и мастеров ежегодно растет. Чем же уникальна местная глина, узнавала Марферина Алексеева. Кристаллическую сверхпрочную керамику Василий Тагров получает при правильном смешивании разных пород местной глины и ее обжигания. Для соотношения прочности изделия из получившегося редкого минерала превышает твердость бетона в 10 раз. Василий Николаевич, проведя лабораторные научные исследования, нашел необходимое соотношение сырья и изготовил облицовочную и тротуарную плитку. Но его функция держать, не поглощать воду, да, вот. И под этим можно сделать санитарную керамику, да, санитарно-технические керамики, и строительные керамики тоже вот. Однако назвать это открытие инновационным будет не совсем правильно. Техникой смешивания разных пород глины и ее обжигания при высоких температурах владели наши предки, представители эмейхтахской культуры. Она существовала на протяжении 2000 лет до нашей эры и была распространена в бассейне реки Лены. Экспедиция была приурочена 130-летию Гаврила Ксенофонтова, и там нашли старинные черепки. И вот взяли, принесли мне, делали анализ, там, оказывается, не обычная керамика, а кристаллическая структура. Ну, то есть там уже были выращены кристаллы, там еще даже был муллит. А муллит, обычно это для керамики, это как бы свойство, очень хорошее свойство керамики. Муллит, Россия там пытается сейчас делать, по-моему, Омская, и там, у них мало что получается. У них глина другая, центральная Россия, там глина другая. Помимо сверхпрочности, сырье способно поменять физиологию воды, тем самым оживляя ее. Вода, насыщенная такой глиной, содержит микро- и макроэлементы, в которых нуждается человеческий организм. Возраст, обычно у человека, начиная с 38 лет, к 40 годам, начинается механизм апоптоза. Апоптоз – это механизм, когда начинается самоликвидация человеческого организма. И человек начинает болеть, стареть. Это все болячки, которые начинаются с 40 лет. Да. Также у меня там было, суставы болели, эндокринные проблемы были, гипертония. Хроническое заболевание, как печень, почки, у меня там много было, сердце болело. Сейчас таких проблем нет. Там минеральный состав, физическое особенно свойство, да, он приближенный к природной воде. Сколько лет вы уже употребляете такую воду и наблюдаете ли какие-то позитивные отголоски тела? Смотрите, я в течение, по-моему, этот стоит у меня 4-й год, да, до этого еще был, где-то 5-й год, по-моему, я так пью. И там гипертония, такие проблемы, да, суставы там. Нормально же уже, как бы, без лекарства можно
тахикардия, вот сердце можно это спокойно. В республике находится 30 карьеров, где добывают самую разную породу глины. В дальнейшем исследователь планирует популяризировать якутское сырье для изготавливания стройматериалов и посуды, чтобы в последующем имеющиеся в Якутии ископаемые использовались рационально. Марферина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Ежегодно 27 февраля отмечается Всемирный день белого медведя. Главная цель праздника – привлечь внимание к сокращающейся популяции животного. О том, как этот день провели белые медведи в зоопарке Орту-Дайду, расскажет Петр Васильев. Его еще называют королем Арктики. Белый медведь – самый крупный хищник суши. И по последним данным, их численность в дикой природе составляет от 22 до 31 тысячи особей. И 2 из них сегодня содержатся в зоопарке Орту-Дайду. Коломана и Ломоносов неразлучны уже почти 11 лет, и этот праздник они традиционно встретили вместе. Работники зоопарка приготовили для них праздничный обед. Замороженный морс из ягод и овощей с добавлением самого любимого лакомства медведей – жирной рыбы. Белые медведи вызывают у людей интерес. Они как бы и сами, поведение у них интересное, да, и они необычные, белого цвета. Вот, и, наверное, тем самым как бы всегда такой вот большой интерес именно к белым медведям. Когда Колымана впервые появилась в зоопарке, это в 2012 году, ее встречали, там буквально, не знаю, очень много журналистов. Просто мы смеялись, что прям как космонавтов встречают. Дальше уже история продолжилась, когда приехал Ломоносов, они создали пару, и таким образом образовалась пара, и потом уже получено было потомство. Якутию с уверенностью можно назвать колыбелью белых медведей. Арктические хищники родом из республики расселились по зоопаркам страны. Так, например, первенец Колыманы и Ломоносова Харчана приехала в Ленинградский зоопарк в конце 2017 года. С первых дней медведица из Якутска сразу стала всеобщей любимицей и настоящей звездой, что неудивительно, учитывая ее веселый нрав и сообразительность. Ее младший брат, 3-летний Алмаз, сейчас обитает в Хабаровском зоосаде. Многие жители города приезжают посмотреть на якутского красавца и зарядиться от него позитивными эмоциями. Алмаз до сих пор остается таким же неугомонным, жизнерадостным и беспечным малым. Традиционно День белого медведя он встречает с гостями и подарками. В Нижегородском зоопарке обитает еще одна якутская медведица – Умка Аяна. Ее медвежонком обнаружили в Среднеколымском районе в конце сентября 2017-го. Экологи предполагают, что ее мать стала жертвой бурого медведя. В ноябре 2021 года к Аяне из московского зоопитомника привезли жениха – белого медведя Николая. 11 марта 2021 года в якутский поселок Джабарики-Хая неожиданно пришла истощенная белая медведица. Хищника отловили, назвали Томпой и отправили в московский зоопарк. За ее ум и находчивость сотрудники зоопарка отзываются о Томпе как о неординарной личности и вундеркинде. Медведица, по словам специалистов, фантастически умная, скоординированная, хорошо развита и предприимчива. Белый медведь обладает всеми возможными статусными категориями для защиты, однако сколько бы ни было подписано бумаг о защите этих арктических гигантов, важно помнить, что юридические нормы не работают, если у них нет защитников на земле, в тундре и во льдах. Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Хангаласский район. Более 250 участников собрала в столице Приморья народная рыбалка. Ежегодный краевой фестиваль прошел в Владивостоке 25 февраля. Любители подледного лова, рыбы из Приморья и других регионов России состязались в личном зачете. Спортивные соревнования объединили с традиционным народным праздником Масленицей. Пока рыбаки состязались в удаче, для гостей праздника на главной сцене выступали лучшие творческие коллективы Приморья. Некоторые участники приехали на фестиваль сразу с семьями. Дети с удовольствием присоединились к родителям. Многие рыбаки прибыли издалека специально, чтобы побороться за ценные призы. Приморская народная рыбалка за 10 лет проведения уже стала хорошо известна как в дальневосточных регионах, так и в России в целом. Это уже не первый год. Должно же когда-то повезти. Удача копится. Ясно. В обычной жизни кем работать, в какой сфере? Пожарный. Ясно. А рыбалка это хобби или что это? Ну, это, наверное, и хобби, и образ жизни, и
отдых, все сразу. В чем прелесть зимней рыбалки, по вашему мнению? Свежий воздух, природа, азарт, отдых, здоровье. Вообще у вас какой самый крутой был улов зимой? Зимой щуку ловил на 10 килограмм. Ничего себе. А в морскую рыбу? Морскую, ну, сильно больших таких не было. Камбала в основном. В алмазной столице совсем недавно стартовал достаточно новый интересный проект. Это региональный центр волонтеров гостеприимства Якутии при детской ассамблее народов республики и Центра дополнительного образования Мирного. Подробнее об этом далее в сюжете. Проект «Волонтеры гостеприимства» стартовал совсем недавно. Он направлен на формирование добровольческого движения в сфере туризма и гостеприимства в Мирнинском районе. Мы команда активных детей, подростков, которые занимаются над развитием внутреннего туризма в Республике Саха-Якутия, в городе Мирный в частности. Мы активно взаимодействуем с различными организациями республиканского, муниципального уровня. Занимаемся развитием патриотизма у детей, в частности у младшего поколения, а также развиваем сам туризм. Эта волонтерская инициатива в будущем должна повышать туристическую привлекательность района, но и к тому же добавлять полезности и позитивных эмоций путешествиям, развивать традиции гостеприимства местного населения. В данный момент мы разрабатываем тур по городу Мирный. Ведь многие думают, что Мирный – это лес и тайга чисто, ну, Якутия, да, в целом. На самом деле это не так. У нас есть свои памятники, у нас есть что показать остальным людям, которые еще тут не были. Также хотим, чтобы ребята с соседних улусов ездили к нам, смотрели на наш город, потому что у нас все улусы в республике отличаются. Мне кажется, это было бы им очень интересно. Волонтеры планируют организовать экскурсии, квесты для гостей города и юных горожан из социально уязвимых категорий, создавать медиа-контенты, популяризирующий туризм, ведь их объединяют две базовые ценности – это добро и гостеприимство. Анна Васильева, Мирный. Сегодня в Междуреченске на старт вышли горнолыжники. Именно они открыли третий соревновательный день вторых зимних международных игр «Дети Азии» в Кузбассе. Сборную команду республики представили 6 спортсменов. В дисциплине «Слалом-гигант» среди девушек выступили Варвара Погодина и Альбина Попок. А среди юношей были заявлены Александр Воробьев, Никита Иевлев, Глеб Красильников и Никита Авдеев. Соревнования прошли в горнолыжном комплексе «Югус». Спортсмены сделали по 2 попытки. К сожалению, 2 наших лыжника не справились на трассе и выбили из стартовых позиций. У наших горнолыжников предстоит еще один старт. 1 марта в дисциплине «Супергигант» пройдут соревнования в командном зачете. Не только ехать технически. В целом для первого старта неплохо, потому что, как обычно, на старте все горят, настраивали как могли, чтобы они справились с волнением. Всю выполненную работу и задачи, которые я ставил перед ними на старте, они выполнили. Вторая попытка прошла лучше. Сократили немножко дистанцию по времени с другими участниками. А вообще так по обеим попыткам можно сказать, что указания тренер дал. В общем-то, выполнили. Указания тренера выполнили. По трассе что можете сказать? И вот снег идет, он наоборот помогает или мешает? Нет, снег ухудшает видимость сильно. В Нерюнгринском районе продолжается подготовка к первому международному чемпионату по традиционному оленеводству, который пройдет с 16 по 19 марта. В рамках чемпионата пройдут соревнования по северному двоеборью среди мужчин и женщин. Также пройдут соревнования по прыжкам через нарты, северному тройному прыжку, соревнования по метанию аркана и состязания в профессиональном мастерстве по арктическим компетенциям. Состоится и конкурс «Традиционная кухня народов Севера». Помимо спортивных состязаний, зрителей и участников ожидает обширная культурная программа. Мероприятия пройдут на различных площадках города Нерюнгри и села Иенгра.
Мы планируем, что это будет необычно, потому что мы не избалованными выставками творчества, выставками художников, которые будут представлены в этот раз. Мы не избалованы этническими инструментами, которые будут широко представлены в этот раз. Конечно, интерактивный экран. Первый раз в полную силу. Мы думаем, что он будет задействован именно на этих мероприятиях. Поэтому работа ведется. В настоящий момент еще много интересного в подготовке. Я думаю, что будет неплохо. Подошел к концу проект «Танцуй» на телеканале «Якутия-24». В течение 6 недель участники боролись за звание лучшей танцевальной пары Якутии. Победителями стали Александр Воштер в дуэте с хореографом Виталиной Брыляковой, а второй приз получила пары Оксаны Им и Александра Осипова. Эмоциями после проекта поделились участники и организаторы с Галиной Чекуровой. 6 недель, наполненные волнением, радостью и ожиданием финала, прошли мимолетно. Александр Воштер, работник правоохранительных органов, в течение 1,5 месяцев открыл в себе талант к танцам. А благодаря опытному хореографу Виталине Брыляковой их тандем получил звание лучшей танцевальной пары Якутии. Победителем республиканского танцевального конкурса «Танцуй» телеканала «Якутия-24» становится Александр Воштер. До сих пор не верится, что победили. Проект достаточно был очень интересный. С первого эфира уже как-то прониклись танцами. С каждым эфиром желание танцевать было все больше и больше, принимать участие. И когда уже стали какие-то пары уходить с проектов, было печально, конечно, что они уходят, но это в то же время подстегивало заниматься еще больше, прилагать еще больше усилий, чтобы не попасть, так сказать, тоже на выбывание. За проектом стоит работа не только участников, хореографов, жюри и ведущих. Без труда бойцов невидимого фронта проект не добился бы своего успеха. Операторы, сценаристы, редакторы и режиссеры-постановщики – те, кто всегда за кадром, но делают все для качественного контента, которое понравится телезрителям. Безусловно, окончание проекта для меня как режиссера является такой микросмертью, потому что, как с пробуждением утром присутствует осознание того, что нету того, чем ты жила на протяжении 2 месяцев. Работа режиссера-постановщика заключается в том, чтобы все это дело продумать. И, безусловно, это не работа одного человека, это работа большой команды, профессионалов, бойцов невидимого фронта. И, безусловно, сложность заключалась в ответственности. И, безусловно, в том, как воспримут участие в проекте именно наших дорогих участников. Напомним, что в год труда участниками были выбраны работники трудовых коллективов. Люди, которые не занимались танцами профессионально, бросили самим себе вызов и поучаствовали в проекте «Танцуй». Удивились тому, что у людей есть запрос просто жизнь обычного человека. Что может обычный человек, вот мой сосед, а оказывается, он не только ходит работать каждый день на работу, но и он, оказывается, получил такой интересный опыт просто окунуться вот в этот прекрасный мир танцев. И оказывается, это можно. То есть за 1,5 месяца люди абсолютно с нуля учились танцевать, получили просто невероятное эмоциональное потрясение, скажем так, в очень таком положительном, хорошем смысле. Это здорово. Рейтинги проекта побили все рекорды телеканала, и организаторы надеются, что «Танцуй» станет традиционной развлекательной программой «Якутия-24». Галина Чекурова, Артем Алексеев, Якутск. На сегодня это все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.